Ефросинья Павловна Лепешко. Во время войны жили мы семьей на маленькой станции Районовской под узловой Росушью. До войны я не работала, дитя родила, а муж паровозы водил по юго-восточной железной дороге. В войну у него бронь была, на фронт не забрали, но и работа такая не легче и не безопаснее, чем в окопах или в танковой башне, особенно на московском направлении. В поездку каждый раз, как на фронт, провожала. Молилась ночами, как за солдата. Уехал однажды и не вернулся. Уже позже получила я весточку, что он на северо-кавказской линии по Кубани составы таскает. Туда эти ироды еще не добрались, а нашу станцию заняли немцы, куда я с малым детем, да и мать рядом была. Остались мы в оккупации, бомбили нас беспощадно и немцы, и наши. Партизаны взрывали рельсы. Нас немцы гоняли расчищать пути от завалов, шпалы укладывать, ремонтировать железнодорожное полотно. Под пулями и бомбами работали. Откажешься — расстреляют, а я беременная была третьим. Потеряла бы ребенка, живя впроголодь, да на тяжелой работе. Если бы не милость немца одного, оказывается, и такое бывает. На постое у нас был фельдшер, немецкий, лет 40. Знал немного наш русский язык. Он сразу заметил, что тяжелая я, не знаю, то ли приглянулась я ему чем-то, то ли благородство в нем взыграло, как и полагается доктору. Но жалел он нас, делился своим богатым офицерским пайком. Когда мне было совсем плохо, давал освобождение от работы, а сам часто вспоминал семью свою, 3 дочерей, и все приговаривал, что это ему зачтется перед Богом за грехи его, и роды он у меня принимал. Навсегда запомнился мне немецкий горький шоколад с большими рубленными кусками, который он принес мне сразу после родов, чтобы сил набиралось. А вскоре съехали немцы от нас, дальше подались, а на смену им станцию заняли румыны. Те зверствовали еще хлеще, разорили почти все дворы. Как только мы живы остались, не знаю.